Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Гал Медиа. С вами Натия Бенделиани. Коротко о главном. Посвящен подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 3 мая в Гале состоялся общегородской субботник. Такие же, как и все. Наш репортаж о том, как живут дети с ограниченными возможностями здоровья в Галском районе. Для них спорт – это жизнь. Фонд поддержки спортсменов и талантливой молодежи создан в Галском районе. В Абхазии 4 выходных дня с 6 по 9 мая. Кабинет министров объявил 8 мая нерабочим днем для подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкуаб. Накануне в город Гал в рамках международной акции «Огонь памяти», проводимой в канун 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в специальной лампадке была доставлена частица вечного огня, горящего у могилы неизвестного солдата перед Кремлевской стеной в Александровском саду. Международная акция «Огонь памяти» стартовала 6 мая в Сухуме и пройдет в эти дни во всех районах Абхазии. Чтобы у каждого жителя страны появилась возможность преклониться перед бессмертным подвигом героев и почтить их память. Организаторы акции – организация «Народный фронт» и представительство Россотрудничества в Абхазии. Представители Народного фронта доставят огонь в 13 стран мира, а также по всей России, в том числе и в новые регионы – ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Согласно плану мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в городе Гал будет организован почетный караул и возложение у мемориалов павшим в годы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии, шествие бессмертного полка и торжественный митинг, а также полевая кухня. Подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был посвящен общегородской субботник, который состоялся в Гале 3 мая. Самыми первыми к уборке прилегающих территорий приступили сотрудники управления городского хозяйства, ОВД и пожарно-спасательной части МЧС Галского района. Несмотря на непростые погодные условия, основную часть работ удалось выполнить за несколько часов. Смотрите материал Илоны Микава. 3 мая в Гале состоялся общегородской субботник, посвященный подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие представители общеобразовательных учреждений, предприятий, сотрудники районной администрации, центральной районной больницы и правоохранительных органов. Самыми первыми к уборке прилегающих территорий приступили сотрудники управления городского хозяйства, ОВД и пожарно-спасательной части МЧС Галского района. Все участники мероприятия были обеспечены необходимым инвентарем. Им выдали грабли, лопаты, метлы, перчатки, тачки и мешки для мусора. Горожане с хорошим настроением взялись за работу, а работы было немало, убирать было что. Начиная от сухостоя до самого разного мусора. К 10 часам начался небольшой дождь, но непогода не помешала самым активным внести свой вклад в благоустройство города. Первые несколько часов работы пролетели незаметно. Благодаря теплой и дружеской атмосфере люди с охотой орудовали метелками, граблями, лопатами и другим инструментом. Субботником был охвачен практически весь город. Значительная часть территории были привязаны к УГХ, которые являются организаторами субботника. Управление городского хозяйства инициировало субботник. В нашем городе он был необходим. За управлением городского хозяйства были закреплены такие территории, как больница, дом культуры и сама администрация. Я считаю, что субботники необходимы в нашем городе, чтобы наш город выглядел чисто, аккуратно. Дороги, парки и другие территории были убраны от мусора и залежалых листьев. Были выполнены обрезки деревьев и кустарников, окрашены бордюры и деревья. Учащиеся и учителя не остались в стороне. Они провели уборку не только на территории своих школ, но и вышли в город, чтобы помочь с облагораживанием парковой зоны.
Субботник важно проводить, так как чистота, как мы знаем, очень важна. Как в природе, так и в помещении очень важно соблюдать чистоту. Мы субботникам помогаем нашей природе, чтобы она была как можно чище. Мы помогаем, как сказать, экологии нашей страны. К сожалению, проливной дождь, начавшийся во второй половине дня, нарушил планы, и завершить субботник не удалось. Сотрудники ОГХ продолжат его, и в течение недели будут выполнены все необходимые работы, включая обновление, освещение районного центра. Также будет приведен в порядок монумент Великой Отечественной войны в Парке Славы. Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Галмедиа. Сейчас о республиканских новостях. 1 мая исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля, главы правительства Абхазии 1922-1936 годов Нестора Аполлоновича Лакоба. Церемония возложения цветов к памятнику Нестора Лакоба состоялась в Гудауте. Почтить память Нестора Лакоба пришли члены правительства, депутаты парламента, руководство Гудаутского района, общественные деятели и школьники. В Гудауте во Дворце культуры состоялось памятное мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения Нестора Лакоба. В фойе Дворца культуры была развернута выставка фотографий Нестора Лакоба и его семьи. На вечере памяти были показаны архивные фото и видео Нестора Лакоба. Школьники осветили основные вехи жизни Лакоба, прочитали стихи, посвященные ему. Также был показан документальный фильм о Несторе Лакоба. Мероприятие посетили президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, члены правительства, депутаты парламента. В этот же день президент Аслан Бжания посетил историческую поляну Лых-Нашта, где осмотрел состояние кавказской липы, которая была повреждена 5 апреля. Крона липы покрылась зелеными листьями, есть надежда, что дерево выживет. Состояние дерева удовлетворительное, оно распустило листья. Мы надеемся, что липу удастся спасти. Сделаем для этого все возможное, сказал президент. Новости судебной и правоохранительной системы. Верховный суд Абхазии приговорил гражданку Грузии Кристину Такаланзе к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее обвиняют в том, что она собирала и передавала сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии. Свою вину Такаланзе не признала. Двое несовершеннолетних угнали туристический автобус в Сухуме. Сотрудники уголовного розыска УВД по городу Сухум раскрыли 2 преступления имущественного характера. Подробности в материале пресс-службы МВД. 4 несовершеннолетних жителей столицы подозреваются в преступлении имущественного характера, имевшего место 2 мая текущего года. 2 мая 2023 года в период времени с часу до 2 часов ночи несовершеннолетний Чокко Леонард Ираклиевич, действуя группой лиц по предварительному сговору с несовершеннолетними Ласуря Нарсом Тамеловичем, Зардания Ливаном Гаревичем и Бжания Леоном Геннадьевичем, реализуя совместно корыстный преступный умысел, направленный на быстрое и незаконное обогащение, путем свободного доступа проникли в салон автомашины марки Toyota Avensis за государственным регистрационным знаком N809ОО 61-го региона Российской Федерации, припаркованную во дворе дома номер 4 по улице Адыгейская, откуда тайно похитили имущество, принадлежащее последнему. Своими действиями причинили имущественный вред на общую сумму 81 тысяча рублей. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум. Похищено, изъято. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственный отдел столичного УВД. Ранее, 1 мая текущего года, имел место угон автотранспортного средства «Мерседес», принадлежащей туристической компании. Автомобиль был припаркован у отеля в городе Сухум. В кратчайшие сроки данное преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД. Угнанное автотранспортное средство обнаружено в селе Губ Ачимчирского района. Отработан круг подозреваемых, в результате чего доставлены в управление внутренних дел 2 несовершеннолетних жителей города Сухум. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту А части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственное подразделение столичного УВД. В присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних фигуранты, подозреваемые в совершении вышеназванных преступлений, были опрошены и дали признательные показания.
В настоящее время участились преступления среди несовершеннолетних, в ходе чего инспекция по делам несовершеннолетних усилила свою работу. Проводятся рейдовые мероприятия на центральном рынке, в парковых зонах, находящихся вблизи школы. Также участились доставления несовершеннолетних в вечернее и в ночное время. Время варьируется от 3 до 5 утра. В результате чего убедительная просьба родителям усилить контроль за несовершеннолетними, которые могут в ночное и вечернее время не находиться дома. Подозреваемые отпущены под присмотр за несовершеннолетними. «5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов или людей с ограниченными возможностями здоровья. Специально к этой дате наша редакция подготовила материал о том, как живут дети с ограниченными возможностями здоровья в Галском районе, побывав в детском реабилитационном центре, который работает в Гале с 2015 года. Слово Анжеле Убилава. Работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Галском районе уделяется большое внимание. Благодаря специалистам реабилитационного центра, который был создан здесь в 2015 году при поддержке администрации Галского района. Мы принимаем детей из города Гал, Гальские села и ближайшие села Ткварчельского и Ачамчерского района. Если я не ошибаюсь, в последнее время и в Ткварчеле открылись какие-то услуги при поддержке государства. Но в этом году мы все равно ткварчельских ближайших сел детей все равно принимаем. Поскольку дети с ограниченными возможностями здоровья самые уязвимые, каждому ребенку нужен особенный подход, лечение, но при этом отношение к ним должно быть как ко всем детям. Здесь в центре с ними занимаются 9 специалистов. Между тем, в учреждении существует кадровый дефицит. Не хватает, к примеру, логопеда. У нас работает в основном 9 специалистов. Это у нас врач-невролог, врач-физиотерапевт, психолог, массаж, лечебная физкультура, физическая реабилитация, дефектолог, чтобы кого-то не пропустить, музыкотерапия и специалист по методу Портридж, это называется выявление ранних отклонений с 0 до 1 года. С 2015 года до сегодняшнего дня наш центр посещал 188 детей. На базе у нас числится 188 детей с разными диагнозами. Там есть и физическими отклонениями, и психологическими отклонениями. Дефицит специалистов у нас есть. Отсутствие логопеда у нас. Но мы сотрудничаем с другими организациями. В основном мы сотрудничаем с Республиканским реабилитационным центром. У них очень прекрасный специалист, хороший специалист. И наших детей отправляем туда. По словам психолога Моники Шония, которая работает здесь с 2018 года, дети проходят в центре как физическую, так и психологическую реабилитацию. Только с января 2023 года специалист оказала помощь 25 детям с ограниченными возможностями, которые посещают центр. В течение 5 лет я приняла около 100 детей, да, и у нас на самом деле те цели, которые мы ставим, мы видим много положительных результатов, да, и те результаты, которые мы получили, это еще основано на том, что мы очень много работаем с родителями, потому что вот эта вот семейная атмосфера, она многого что значит. Мы должны сделать так, чтобы донести до других людей, что есть дети определенные с ограниченными возможностями, и мы должны делать все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Мы стараемся помочь и дать определенную психологическую поддержку детям, которые нас посещают, естественно, их родителям и окружению. То, что мы делаем все то, что от нас может зависеть. Зачастую общество не всегда готово принять особенных детей. И есть случаи, когда взрослые сверстники всячески подчеркивают это и даже выражают недовольство, если ребенок с ограниченными возможностями учится с другими детьми в одном классе или играет на одной игровой площадке. А здесь, в центре, к ним относятся с особой любовью и заботятся о каждом, как о родном. Скажите, пожалуйста, вот на один вопрос. Как вы считаете, насколько справедливо общество относится к таким детям с ограниченными возможностями, с умственной задержкой? Это очень болезненная тема и для нас, и для родителей. И я считаю, что это в целом для общества болезненная тема, потому что мы ни разу, ни два встречались с такой проблемой.
Такие проблемы были и в школах, и среди родителей, и бывают и на улице, и везде такие проблемы бывают. И многие организации, многие фонды, с кем мы сотрудничаем, работают уже давно по этой направлению. Проводятся уроки добра, проводятся беседы с родителями, но... Знаете, вот это очень долгий процесс. Центр оснащен необходимым медицинским оборудованием. Есть коляски, кровати и иной медицинский инвентарь. Но очень не хватает стационара и транспорта, рассказывает с сожалением директор центра Майя Квиквискири. Хорошо было бы у нас, если бы мы имели бы стационарные условия, как, например, Сухумский, республиканский реабилитационный центр, и дети с мамами находились в центре во время курса этой реабилитации. Транспорт и стационар, да. Специалисты делают все возможное для того, чтобы каждый, особенно ребенок, скорее адаптировался к той среде обитания, в которой он живет, растет и развивается. Дети приходят с диагнозами сколиоз, кифосколиоз, незрелость тазобедренного сустава. Реабилитационные центры – все условия для проведения физиотерапевтических процедур. У нас пациент с сколиозом, уже 2-й курс проходим 10 процедур, и у нас боли нет уже, состояние улучшилось, есть успехи, конечно. Моему ребенку 6 лет сейчас, у него аутизм, диагноз. Ходить ему очень трудно, например, разговаривать тоже. Здесь мы каждый день и к психологу, и массажистам обращаемся. Огромное спасибо хочу сказать здесь, кто работает, кто занимается с нашими детьми. Это все знают, какие они трудные дети. Я уже 2 года здесь хожу. Даже очень приятно, потому что мне самому, как мать, очень приятно мне с ними общаться, и ребенку очень приятно общаться с ними. Он у меня не разговаривал даже, но чуть-чуть сейчас я смогу сказать, что ему лучше. Несмотря на то, что в этом центре создана специальная среда, благодаря которой ребята не только лечатся, но и развиваются, в отношении этих детей в обществе давно пора повышать инклюзию. А для этого необходимы коррекционные классы, где дети будут обеспечены всем необходимым. Инклюзивное образование – это вообще, я считаю, что такая штука, которую должен понимать каждый, но, к большому сожалению, это не для всех, которые могут понять, если грубо сказать, чтобы можно было достучаться для каждого человека. Мы не можем воспитать весь мир. То есть, да, мы стараемся помочь и дать определенную психологическую поддержку детям, которые нас посещают, естественно, их родителям и окружению. Необходимо повышать инклюзивное образование и адаптировать детей с ограниченными возможностями к обществу, просто потому, что они такие же граждане, как и все остальные. И что самое главное, очень важно изменить отношение людей к этим детям. Очень хочется, чтобы мы научились уже не тыкать в них пальцем, не смеяться и задирать, а просто спокойно относиться, воспринимая детей с ограниченными возможностями, как всех остальных. Анжела Убилава, Илона Микава, Бату Библая, Кал-Медиа. Фонд поддержки спортсменов и талантливой молодежи создан в Галском районе. Он должен стать оператором поддержки всех профессиональных спортивных команд района и помогать молодым людям, которые прославляют наш район и нашу страну. Тему продолжат наши корреспонденты. В Гальском районе много ребят, которые не просто занимаются профессионально спортом и ведут здоровый образ жизни, но и являются многократными чемпионами Абхазии. Спортсмены принимают участие во всех соревнованиях и, как правило, возвращаются с победой, завоевав всевозможные медали и кубки. По словам основателя фонда поддержки спортсменов и талантливой молодежи Лали Колбая, очень важно поощрять и помогать молодым людям, которые прославляют наш район и нашу страну, оказывать им поддержку во всех начинаниях. Сегодняшнее мероприятие, сегодняшний светлый день я посвящаю моей сестре Ноночке. Я хочу, чтобы этот день мне напоминала ее добрые дела, то, что она всегда любила. Благодарю всех, которые сегодня со мной. Маленький фонд, я не называю, что это фонд Нонин, это то, что я могу сделать в год один день для моей сестры в честь ее имени. Это сегодня у нас
дети, именно здесь борцы, здесь каратисты, здесь дзюдоисты, футболисты, дети, которые всегда приносят нашему городу славу, медали. Я сам был спортсменом, являлся, я знаю, насколько важна оценка своего труда, когда к спортсмену привлечено очень много внимания, когда ты выступаешь и достигаешь каких-то целей, и это тебя оценивает, и это очень мотивирует. И здесь сегодня Лаля Георгиевна сделала такое замечательное мероприятие, посвященное спортсменам. Вам огромное спасибо за прекрасное мероприятие. В честь вашей сестры она сделала. Для развития спорта огромное вам спасибо. Спортсмены должны знать и понимать, что мы за ними следим, весь район за ними следит, мы гордимся вами. Желаем вам успехов, достижения очень громких побед. Вы будете знать, что мы всегда за вас болеем. Благотворительный фонд, созданный Лали Колбаев в память сестры, станет оператором поддержки всех профессиональных спортивных команд района. Организация будет взаимодействовать со спортивной школой, которая готовит молодых спортсменов, привлекать партнеров и спонсоров для оказания помощи ребятам, ведущим здоровый образ жизни. Кроме того, задачей фонда станет поддержка перспективных ребят и обеспечение условий для успешного выступления спортсменов и команд района на соревнованиях различного уровня. Спорт – это очень серьезное, приоритетное направление для нашего будущего, для нашей Абхазии, для будущего наших детей. Тем более в Гальском районе у нас, я не понаслышке знаю, здесь есть очень талантливые дети разных сфер деятельности, которым нужно помогать, которым нужно помочь. И то, что я сегодня присутствую на данном мероприятии, очень рад этому и спасибо тем, кто организовал данное мероприятие. Это большой стимул, это большое отношение для большого будущего развития нашего будущего поколения. Организатором мероприятия, куда были приглашены депутат парламента Народного собрания Абхазии Тимур Шергелия, представители районной администрации, врачи Галской центральной районной больницы, сотрудники правоохранительных органов, представители неправительственных организаций. Все спортивное сообщество района, сами спортсмены и их родители, выступила председатель организации «Спектр» Манана Гуглухия. Поблагодарить хочу организаторов сегодняшнего дня и кто создал этот фонд. Это для будущего поколения, для наших детей это очень важно, который дает стимул для достижения дальнейших целей. Они уйдут от наркомании, от уличной жизни, придут в спорт, это только позитив, это хороший пример. Мы все очень приветствуем, благодарим всем организаторам и будем всегда стоять рядом. Мы как родители хотим спасибо сказать в первую очередь организаторам и нашим тренерам, что наши дети имеют столько достижений. Вот это видно здесь, это половина призов, которые они представили сегодня. Мы сейчас готовимся, 7 числа у нас чемпионат Абхазии по карате, 6-9 мая. И надеемся, что в город принести больше побед. На мероприятие был приглашен заслуженный тренер Абхазии Джумбер Анджапаридзе, который возрождал футбол в Галском районе. Но, к сожалению, не смог прийти по состоянию здоровья. Подарок, предназначенный для футбольного мастера, был вручен его сыну Тимуру Анджапаридзе, который пошел по стопам отца и достиг значительных результатов на различных спортивных аренах. Сегодня он является директором центрального стадиона «Самурзакан». Среди приглашенных, которые не смогли прийти на мероприятие, были также люди, связанные со спортом и медициной, которые внесли значимый вклад в развитие Галского района. Это заслуженный врач Гурам Сиканя и заслуженный тренер Абхазии, бывший председатель спорткомитета Сураб Кикнавелидзе. Как отмечают тренера, воспитавшие уже не одно поколение чемпионов, фонд поможет сохранить и приумножить достижения галских спортсменов. Но очень важно обратить внимание на то, что у ребят была возможность выступать и за пределами Абхазии, так как сейчас они не могут выезжать из страны, чтобы выступить на международных соревнованиях, как спортсмены из других районов из-за отсутствия соответствующих документов, сетует Бесиквелия и Назим Кукая. Вместе работаем 2008 года. Занимаемся вольной борьбой с детьми. Хорошие достижения у нас
Одаренные дети у нас растут в Абхазии. Наши дети, перспективные дети, надо чуть-чуть поддержки, и лучше будут, лучше достижения будут. Но поддержки мало, не хватает. Насчет документов, финансов, насчет проезда, у нас раньше выезжали за границу, достижения лучше были. Чемпион России были, чемпион международных турниров. А сейчас документов нет, не можем выезжать, дома сидим. Источниками финансирования фонда могут выступать как бюджетные, неправительственные, так и коммерческие организации. Рядом с ребятами всегда стоит и поддерживает спортсменов двоюродный брат основательницы фонда Мамука Кулбая, чьи дети являются чемпионами по карате в России и многие другие, для кого спорт не просто образ жизни. Мы от имени клуба карате хотим выразить особую благодарность за приглашение. Спасибо фонду НОНИ, что нас уделили внимание и вот так красиво все сделали, чтобы нас встретили. Наши ученики во многих мероприятиях принимают участие. У нас есть чемпионы неоднократные Абхазии, Кубок России. Мы выезжаем часто. Особая благодарность хочу выразить тем людям, которые за нас вот так думают. И думаю, в дальнейшем будет такая поддержка, а мы эту поддержку оправдать будем. Показательные выступления спортсменов стали украшением вечера. Каратисты, дзюдоисты и борцы вольного стиля продемонстрировали навыки боевого искусства, приятно удивив гостей вечером. Спортсмены, которые сегодня приглашены, они являются многократными чемпионами Абхазии. И из них некоторые принимали участие в соревнованиях в России и выигрывали. Здесь не все спортсмены, конечно, их очень много, но были приглашены 25 спортсменов по дзюдо, по вольной борьбе, карате и бокса. Я хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия. Спасибо всем. Наряду с выступлениями спортсменов была представлена небольшая концертная программа, где выступила Нина Киркидава, одна из лучших солисток Калского района, со своими воспитанницами, которые не раз завоевывали гран-при на всевозможных музыкальных конкурсах и фестивалях. Порадовал гостей мероприятия и красивый номер от внучки создателя благотворительного фонда Нини Керия. Нет ничего важнее здоровья, но чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом. Не зря же говорят, движение – это жизнь. А в наших условиях еще очень важно, когда находятся люди, которые поощряют и всячески поддерживают ребят, ведущих здоровый образ жизни. Это стимулирует всех мастеров и любителей спорта. И здорово, что находятся люди, которые поддерживают талантливую молодежь Калского района и хотят изменить ее будущее в лучшую сторону. Особенно важно это для тех ребят, для которых спорт не только образ жизни, но и ее смысл. Анжела Убилава, Илона Микава, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа. На этом у нас все. Встретимся, как обычно, ровно через неделю. И пусть всех нас ждет больше хороших новостей. Всего доброго, Абзераз.